Доброе утро, уважаемые телезрители. Рубрика «Звездный гость». Я Дмитрий Пивоваров. Рада приветствовать вас в программе «Новое утро». Звуки французского аккордеона, звуки бандонеона и звуки французской гармоники, которые сопровождают нас, когда мы включаем диск и слушаем умопомрачительное танго. Танго, которое является стилем жизни, и многие живут в этом замечательном ритме. В России не так-то много аккордеонистов, виртуозов, которые владеют искусством танго. Один из них, известный достаточно в России аккордеонист-виртуоз Петр Дранга, который ввел элементы игры в исполнении такого академического танца. Это шоу одного человека, и сегодня Петр Дранга расскажет, почему он выбрал именно танго и на какой гармонии он играет. Научная диссертация, которую пишете, что это такое и какая тема? Да, это диссертация о аккордеоне в современном мире. Название у нее такое. На самом деле она гораздо глубже раскрывает проблемы вообще современных интерпретаций разных жанров. Проблемы суррогата в искусстве и вообще творческого подхода ко всему. То есть в эту диссертацию я, наверное, в первую очередь буду вкладывать свою веру в то, что артист, личность и любой человек, который того очень сильно захочет, сможет дать жизнь не только там условно инструментальному жанру исполнения на аккордеоне или еще чему-то, а вообще каким-то интересным оркестровым новшеством и так далее. В Париже, наверное, вы знаете, что есть тангоманы, да, которые Да. собираются на одном из мостов. Да. Вы там были на этом мосте? Я не был на этом мостике, к сожалению, просто у меня не было времени. Я хотел очень посетить это замечательное место и это все самому почувствовать, но, к сожалению, знаете, как бывает, прилетел в Париж, концерт дал и улетел через 2 часа. А какой вот тангоман? Хороший, классический, или этот стиль все-таки уже сейчас уступает в России, скажем, другим стилям? Я скажу так, надо смотреть и брать и Россию вместе взятую с Европой и смотреть на это целиком, в глобальном таком ракурсе. И я хочу сказать, что на сегодня танго занимает очень-очень достойное место вообще во всех жанрах. То есть это касается и использования аккордеона в современных проектах танцевальных. Это и Gotham Project, это и Bajofondo Club, который находится в Штатах. Сегодня очень много танцевальной музыки, серьезной музыки. И вообще шоу поставлено именно на основе аргентинского танго. Скажите, каков ваш основной потенциал сейчас зрителей? Я знаю, что вас обожают и дамы, скажем, бальзаковского возраста, которые воспитывались на танго послевоенном. И новое поколение, я знаю, по своим коллегам молодым, которые любят именно, как звучит аккордеон, в исполнении молодого человека. Что, так сказать, самое ценное в этой связи? В этой связи самое ценное – это дети, на самом деле. Маленькие дети, которых приводят на концерт. Дети – это, как правило, хорошая проверка вообще музыки на предмет хранения в ней какой-либо энергии. И поэтому ребенка никогда не обманешь. Ребенок порой говорит такие вещи. Там была история, когда 3-летний мальчик говорил: вот он хорошо поет, Джо Коки, а вы, пожалуйста, не пойте, говорил мужчине где-то. И вот такие маленькие дети, они способны бескорыстно как-то и вполне адекватно, как и весь народ, это просто зеркало всего нашего народа русского, оценить все, что происходит. И когда они начинают танцевать в пролетах, в проходах, и я понимаю, что это наше будущее, то для меня это самое ценное. Весь мир говорит о Майкле Джексоне. В Казани будет скоро концерт памяти Майкла Джексона, тоже и конкурс двойников. А какая еще фигура, на ваш взгляд, лично способна была так изменить человечество? Я считаю, что все-таки давайте остановимся пока на Майкле Джексоне, потому что это, безусловно, лидер во всех областях.
И не только на предмет своих трудоспособностей каких-то, а это, в принципе, человек, который заслуженно получил все, что имел, и у которого была очень трудная судьба. Как вы знаете, рядом с чем-то очень хорошим всегда в жизни есть что-то плохое, и его пытались утопить последние 10 лет, у них это получалось, у людей, которые жаждали его смерти, жаждали его падения какого-то, у них это получалось. Но тем не менее, очень редко встретишь человека, который настолько отдается профессии. Итак, это был аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. Я желаю вам перед уходом на работу выпить чашечку кофе с молоком, поставить CD-диск, послушать, например, «Танго ревности», «Эль Чокла» или что-нибудь другое. И, конечно же, может быть, о судьбе несчастной девушки легкого поведения по имени Роксанна. В исполнении сами знаете кого. Наша программа продолжается, и впереди немало интересных моментов, а я передаю слово нашим ведущим.